Я две вещи такие от них слышал. Одни говорили, зато у нас не так, как у вас, у нас все будет по-хорошему, мы мирные люди. Я это настолько наслушался, это просто какая-то катастрофа была. И они же, а некоторые другие, задавали вопрос, а что же нам делать? Ну скажите, у вас же там 2 Майдана было, что делать? Простой ответ, я не знаю, что делать вам. Я знаю, что вам делать, понимаете? Делать именно вам. Не русским либералам, не украинцам, не Западной Европе, а делать, выходить самим. Нам было страшно тяжело. У нас, если даже в нашей, на втором Майдане стране понадобились покрышки, понадобились жертвы, понадобилась стрельба и минимум 100 человек погибших в Небесной Сотне, то я боюсь, что у вас бы было бы еще все тяжелее. То есть для того, чтобы это преодолеть, для того, чтобы это сделать, можно только еще на большие жертвы пойти. И вот это вот разговор о позитиве, вот я 2 руками за ЭДР здесь. Да какой позитив? Вот это позитив, это на самом деле, чтобы не стало хуже. Это поддерживание уровня негатива на каком-то таком более-менее нормальном уровне. Вот пока все не рухнет, не начнет все подниматься. Потому что иначе это вот такая вот поступательное, медленное движение вниз. И чем ниже, и чем поступательней можно дойти до низа, тем хуже будет, тем тяжелее будет подниматься назад. Потому что вот это вот путинизм, этот лукашенизм, это не то, что там хорошо или плохо. Это потом будет очень плохо. Неделя роки, тіні має броду, шерія бики, танчуть карагоди, ланцуги вночі, одлівають златом, ворон там кричить, з волком родним братом, полихає там, вогнища до неба, п'ють яни вино, заедают хлебом, песни им поют. Старые цыганки бьют копытом, бьют, а в небе маланки. Шукай, у снах юнацтва своя мары грай, украй, весны зеленой теплой чары грай, с рябами. Дружно песни райской воли грай, грай, кони быков вернется доля. Еще раз. Здравствуйте еще раз. Мы, как настоящие белорусы, все не можем сделать с первого раза, поэтому начинаем заново нашу трансляцию. Я думаю, что нас уже видели, да, наверное, не слышали, приносим извинения, были проблемы со звуком. Надеюсь, что сейчас все исправится. Сегодня у нас выставка в прекрасной киевской галерее «Белый свет», которая принадлежит Саше Львовичу. Саша, спасибо, что позволил нам это сделать, и, кстати, совершенно бесплатно. То есть, да. Тут много анекдотов на эту тему, поэтому лучше не говори об этом. В нашем случае бедных, но идейных революционеров, которые не существуют на гранты, это очень важно. Вот. На самом деле, огромное спасибо. Мы хотели бы сегодня посвятить вот этот круглый стол и выставку художника Андрея Зелинского, украинского. Ну, скажем так, Наша презентація первинного Андрей здесь представляет свои картины. Ну, говори, Андрей здесь представляет свои картины.
картины, которые он написал для белорусов. И если, кстати говоря, у кого-то возникнет желание картину купить, я сразу скажу, что это можно сделать, и деньги пойдут не на Авито, не кому-то здесь, а деньги пойдут прямо адресно политзаключенным, а именно семье Николая Архиповича и семьям группы анархистов Оленевича. Я хотела бы сказать о том, что для нас очень важно акцентировать внимание на людях, которые видели другие способы борьбы, а именно Майдан, давайте говорить прямо, и ставили, понимали, что Беларуси надо ставить геополитические цели. Это не люди белорусского оппозиционного истеблишмента, который сегодня виден всему миру, но есть другая Беларусь, есть Беларусь, которая готова была бороться. Она, к сожалению, практически не видна ни в европейских странах, многие в Украине не знают об этом, и нам важно об этом сказать. Эти люди сегодня сидят по сфабрикованным делам о терроризме. В Беларуси предполагается смертная казнь. Она может быть применена. И мы бы хотели сказать, что эти люди не являются политзаключенными с точки зрения европейского, белорусского, какого-то другого законодательства. И сидит еще очень много людей, которые не названы политзаключенными, но которые выходили на улицы. Виталий, ты, если хочешь, ты сразу скажи по поводу количества. Количество политических заключенных сейчас, насколько утверждает наша хунта, превышает больше 7 тысяч. Официально зарегистрированных меньше 1000, поэтому у меня много вопросов по этому поводу. Я знаю очень много политических заключенных, которые не признаны политическими заключенными. В действительности сейчас на данный момент надо делать все, чтобы их признавать именно политическими заключенными. Потому что уменьшая количество, качество мы 100% не добьемся. Я не представила гостей, которые сегодня с нами. Еще раз не представила. Это прекрасные украинские журналисты, мной уважаемые и любимые, без пафоса и без лести. Это Роман Цымбалюк и Айдар Муждабаев. Это люди, которые не безразличны Беларуси. И я наблюдала это в течение более чем года. И представители белорусской диаспоры, журналисты, семья Денис Старжий и Вика Старжий. Ну, Андрей Зеленского я уже представила. Там ще знаходяться українські митці з язика коломойців. Вітаю всі. Я хотів би ще додати, що це не зовсім виставка, це первинна презентація частки моїх робіт. А у цієї ж галереї, сподіваюся, незабаром, десь через місяць, буде колективна виставка українських митців. Ну, поки що робоча назва «Білоруський Майдан», а там подивимось, і там ми будемо презентувати, продовжувати презентувати наш погляд українця, погляд українського митця на сучасні події в Білорусі, на сучасних жертв, на сучасних героїв, на сучасних диктаторів, ну, таке. Вибачте, шановні, я думаю, мені треба було вистроїтися у чергу, спочатку дати вам слово. Я парочку слов о Белорусском Майдане. Белорусский Майдан не случайно выбрано название. Когда я приехала сюда еще в 2020 году, бежала с дочерью, мы здесь организовали волонтерский фонд «Белорусский Майдан», и название, я же могу сказать, придумала Айдар Муждабаев. Это не очень много было. Да, вариантов не было. Почему Белорусский Майдан? Потому что название полностью отвечает моему мировосприятию, скажем, событий 2020 года в Беларуси, моему представлению о том, какие должны быть события в стране, как должен проходить протест. И Майдан — это еще не просто площадь, где есть нации и люди борются за свои права, это еще и геополитический выбор, который в Беларуси так и не сделали за 2020 год. И
Мы понимаем, что у нас впереди очень долгий этап борьбы, и у нас очень долгий этап рождения нации. Потому что есть большая проблема, несмотря на фактически более чем год протестов, несмотря на то, что Российская империя является основным спонсором режима Лукашенко, по-прежнему у белорусов, после всех убийств, которые произошли, позволю себе сказать, я очень хотела обращаться к персонали, но все-таки скажу. У белорусов по-прежнему самый популярный оппозиционный политик – это Бабаенко, который возглавлял Белгород. Ну, вот как-то так. Еще раз подчеркну, что белорусские демСМИ сегодня, к сожалению, на наш взгляд, не только на мой, наверное, национальный европейский ориентированный белорусов, достаточно аффилированные и не представляют полностью спектр оппозиционной Беларуси. Я имею в виду, не представляют национальные европейские ориентированных белорусов, и практически все эксперты, которые сегодня сидят в белорусских демСМИ, это российские либералы. Хочу сказать, что нас тянут в Российскую Федерацию. И мне очень важно, и мы стараемся это сделать номинально, пускай своими пока небольшими силами, мы пытаемся создать единое информпространство белорусских, совместных белорусско-украинских цивилизационных смыслов. Другого пути нет, и рано или поздно белорусы к этому придут, если хотят выжить как нация, если хотят стать европейской нацией и оторваться от Российской империи. Я, наверное, предоставлю слово либо Роману, либо Альберу, кто хочет первый. Роман Цымбалюк. Спасибо большое за приглашение. Это очень лестно и приятно. Я просто хотел сказать, что у Майдана у него есть еще практический смысл, что если ты разбиваешь в центре города лагерь, ты не позволяешь, ну, скажем так, власти безнаказанно забирать людей оттуда и сажать их в тюрьмы. И в связи с тем, что мы сегодня говорим о политзаключенных, то кроме того, что сказала ты, вот есть именно вот такой практический смысл. И, ну, в принципе, как всегда, если люди не что-то вместе не охраняют какую-то территорию, их обычно вылавливают, уничтожают, садят поодиночке. И в Беларуси мы на сегодняшний день это ярко наблюдаем. И особо интересно и страшно, что на самом-то деле это же все рядом, 150 километров, и ты в Европейском Союзе, немножко больше. А вот совсем рядышком, ну, да, говорят, асфальт ровный, очень ровный, и кровь на нем, наверное, смывать проще. Никуда не затекает сразу раз и все, и вроде как ничего нет. Я в этом смысле все-таки смотрю на мир с высоты Киевских холмов, и для нас, для Украины, принципиально важно, чтобы было независимое белорусское государство. Что интересно, там, как работает, допустим, российская пропаганда, казалось бы, даже сейчас, там, Лукашенко еще до Москвы не доехал очередной раз на День народного единства, но когда они строят свои эти коварные планы, они сегодняшнюю Беларусь и Украину, они по большому счету не отличают. То есть, и вот тут нужно понимать, особенно, как я сказал, российские либералы, если есть такое крылатое выражение, там, начиная с украинских вопросов, заканчивается российский либерализм, для белорусов исключений в этом отношении, мне кажется, быть не может. И да, по сути, действительно, это или Европа, или растворение империи. Исторически таких примеров было очень много. Я вот сегодня был в Черкасах, возвращался через Камень, могила Тараса Григорьевича, вот там нам проводили экскурсию, там когда, собственно, об этом говорят, если у тебя нет твоей
что хотел сказать. Ну, мне кажется, что я никому советов не даю, но вот если бы был Майдан, а он будет когда-то в Беларуси, уже тогда люди не уйдут никуда и просто выгонят всю эту шваль бесповоротно, потому что если нужен был такой урок, что 10 тысяч стали политзаключенными из-за того, что люди просто не захотели остаться на ночь друг друга защищать там и дальше сидеть, то есть фактически все друг другу предали. Ну так, давайте так честно скажем. Да? Заразились потому, все предали всех. И вот результат сейчас есть. Ну, так что я не зря все это тебе придумал про белорусский Майдан. Я, во-первых, тебе сказал, что только так украинцы поймут, что ты своя, и идентифицируют вас как людей, не смотрящих в рот русским. Вот это критично важно. Потом он будет физически, белорусский Майдан будет обязательно. Вот. И может быть когда-то вы назовете тоже Майдан независимости. Кто его знает. Вот. Но я-то точно знаю, что так будет. Единственное, надо по пути туда не растеряться самим. Мы сейчас находимся в положении близком к иранской интеллигенции, там еще к таким странам, откуда вычистили все мозги и всю совесть. Ну, про Россию я не говорю, это не страна, там все уже понятно. Вот. И капец, русский рейх, конечно, будет разрушен. Вы должны быть к этому готовы. Должны быть готовы медиа. Белорусский язык должен стать обычным языком, ничего особенного. То сейчас, как я понимаю, там по-русски кто-то говорит, я оборачиваюсь на Минске, там, да, что вот какие-то, что это за колхоз? Да, националюги, как у нас. Ну, в Украине все такое же было. Если послушать там, вот, я не знаю, таких матерых украинцев, то когда они приезжали в Киев лет 20 назад учиться или что-то, они стеснялись по-украински даже название станции метро сказать. То есть вот палац спорту, напротив, да, у меня вот мой друг, он сам из Василькова, и он говорит, я это сказал палац спорта, однокурсники засмеялись. Говорит, какой палац, что ты несешь? Дворец! Вот до такого уровня доходило и будет доходить всегда, пока вы наконец не выплюнете, и все белорусы, большинство белорусов не выплюнет русских из своей, так сказать, жизни навсегда. Потому что я уверен, что ну, из этих русских либералов вообще нет ни одного искреннего человека, они все за себя. Вот, и они вас тащат в прекрасную Россию будущего, которая не должна быть. Мы должны сделать все, чтобы никакой прекрасной России будущего не существовало. Мы должны быть готовы к тому, что когда эта уродливая преступная группировка будет разваливаться, нужно каждому получить свою независимость. Все. В том числе и белорусам. Я считаю, что три оккупированных территории вот, на Западе, не считая Чечня, это, понятно, Грузия на юге. Ну, вот, и оккупированные территории это Крым, Ордло и Беларусь в равной мере, я считаю, оккупированными территориями. Вот. Вопрос в том, как быстро до большей части белорусов дойдет, что русский не друг. Вот. И что любой этот русский либерал нашли, мать вашу, кого слушать, вот я от зрителей, вот этих людей, которые смотрят каких-то русских либералов, кого Шендеровича, что ли, которые язык из жопы не вынимают. Кого там? Светлана Алексеевна Белов, нацист, подельник Навального, такой же крымнашист, которому место вообще на параше рядом с шефом. Ну, короче, вот, не верь, не бойся, не проси у русских ничего, не верь никогда и все. Это конченые люди, это не нация, это просто состав банды. Вот цель этой банды, чтобы не было всех остальных. Беларусь меня вообще за людей не считают, я никогда не слышал даже слова Беларуси, живя в Москве. Бульбаши там максимум чего достойны. Вот. И они белорусы, я ответственно заявляю, потому что белорусы, как я понимаю, не очень мобильны в массе своей, они в основном не ездят много никуда, такой народ. Вот, в силу разных обстоятельств, потому что изоляция, переезд и так далее. Вот. Но они вас за людей белорусов не считают, никаких иллюзий не стройте. Все эти Ксении Собчак, какие-нибудь там Беловы, все эти, вот это все для того, чтобы вас не выпустить из, это все кремлевская агентура, чтобы вас не выпустить из вот, смыслового ряда империи, чтобы вы всегда оглядывались на Москву, а что там русские скажут? А поддержит ли нас либерал, там, бляха-муха, я не знаю как, Илья Яшин. А куда вы без Москвы денетесь? Да, а куда вы без Москвы денетесь? Да. Но вот это маразматические идеи нужно из головы вычищать поганой методой. Кацапа гнать над самыми тряпками отовсюду. Вот, с телевидения, из Ютуба, не смотреть это говно. Вот, они недостойны вашего минуты, вашего внимания. Одной минуты. Вот, тем более, что они же украинцы додумаются еще до сих пор учить. А как же не вас учат, там вообще просто закачаешься. А чему они могут научить белорусов? Как обосраться? Как продаться? Как с бутылкой виски к Путину бегать?
Сейчас поеду туда все эти друзья Алексеевич, вашей прекрасной писательницы, которая застыла в своем интеллектуальном развитии где-то в 17-летнем возрасте, тем не менее продолжает писать, к сожалению, всякую чушь про, как она сначала призывала людей выходить, потом смоталась быстренько, технично в Варшаву, 10 тысяч людей посадила. Вот, это все ее кладбище, на самом деле, потому что она авторитетом, надеюсь, являлась, потому что это смешно просто. Инфантилизм просто подросток. Вот, я не про талант, я сейчас говорю, я талант я не знаю. Вот, сейчас к вам будут запускать Берлак вот этих всех, прости господи, Муратовых этих, Эхо Москвы, приедет к вам какая-нибудь Таня Фельгенгау, какой-нибудь Тихон Зевко. И вот эта вся шелупонь, вот эта вся бессмысленная, абсолютно такая жирная, липкая масса, которая к белорусам привязалась. Вам ее нужно смыть, как вот просто, как вот этим фейлом от себя. И никогда больше не подпускать. Ни слова не имеют про Беларусь сказать никакого. Единственное слово, которое могут говорить, если кацапы говорят, это извините, и чем вам помочь. Вот это две вещи. Если они не произносят этих слов, пошли к черту. Если не знают, чей Крым, туда же, в принципе, вперед ногами. Вот. И я считаю, что вы должны быть, понятно, что у вас мало таких, пока. Но потом, лет через 10, когда все это рухнет, уже, может быть, и раньше, это вопрос воли политической, а не совсем ничего другого, на вас будут смотреть по-другому. Вас скажут, вот они все знали тогда еще. Вот, они все знали. Вот вы все знаете тогда еще. Так что не бойтесь, не унывайте. Я сам крымский татарин, ну и что там, вот это первая линия Крым, да? Ну, наша задача какая? Выжить и выжить. Выжить самим и выжить их оттуда. Вот и все. И ваша задача точно такая же. Нет кацапа в Беларуси, ни в медиапросторе, нигде. Просто все. Открыл рот кацап, закрыл рот кацап. Не слушать, призывать людей, не общаться с этими людьми, никак от них не зависит. Если какой-то русский банкир сейчас самый популярный политик в Беларуси, ну, вот такая прекрасная Россия. То есть они не хотят нас выпускать никогда. Ни один Навальный, Квадратный там, и любой никогда не отпустит Беларусь. Беларусь должна уйти сама. И никаких разрешений у кацапов никто спрашивать не должен. Вот, и заглядываться на них тоже. Вот. За вами будущее. Вот. Ваши дети, я думаю, будут в порядке уже жить в нормальной стране европейской. Спасибо. Денис? Я хотел так само сказать про российских либералов и так званых, и мой особистый досвід. Ось ми з жінкою ведемо большість білоруських шатів, помалу шатів тут в Україні для білорусів, які охоплюють більше діаспори. І ось уже більше за год весь час стикаємося з тим, що приїжджають люди і починають, ну, є ж Путина, есть Россия, Россия там есть демократичная, там, мовляв, нам с ними один шлях и все такое. Ну и нам довелось у правила Шатова ввести такие пункт, за что банить. Банить за вату головного мозга. Вот. А я хочу еще задать інше так само, на ком такого, що там ті є ліберали в Росії, і що це за ліберали. Я сам особисто вельми довгі годи довго працював у Білорусі власним кореспондентом газети «Ру». Ну, з російського видання газети «Ру». Довго працював в війні. До 17-го року, в 17-му я перестав займатися. Але ну, в Фейсбуку ми підтримували контакт там, з редакцією. Там, я думав, що ну, нормальні люди, цілком демократичні, там, і Путіна там, терпіти не можуть. Ну, здається, ну, люди як люди, нормальні. І ось жнивень 2020 года и почалось. Видимо, открылся этот портал «Вверх». Я их читаю, с тих, з ким я працював у газеті «Ру», я їх читаю і не розумію, там, як Росії там, навести порядок в Білорусі. Я починаю, яка вам справа до нас, що ви нас хочете вовремя, ми самі розберемося, це наші справи, мы сами вырежем, сами все сделаем. И вы тут пришел, ну как же, мы же, Россия же столько денег вложила в Беларусь, мы же вас содержим, мы же вас все. Ну, кстати, хорошо, у всех этих газет-ру довелося просто забанить в Фейсбуку, бо ну, люди, з якими я, здається, довгі годи працював, все, мені вельми здивили, і я справді зрозумів, що ось насамреч, ну, нема
лібералаў, няма. Ну, гэта, наколькі я памятаю, тут в Украине нехта з лідераў писал яшчэ ў 19-20 годзе, што не пускайце сюды расейцаў, бо яны прыедуць і скажуць спачатку, як ім все падабаецца, тут все добра, а пасля пачынаюць вышыць жыць. Не памятаю, ці то гэта на Скарпатскі казаў, ці то ну нехта высказаў, што пасля пачынаюць вышыць жыць і распавядаць, як украінцам тут трэба Украіну будаваць на іх расійскі лад. Я не памятаю, как это казаў, я цытату чытаў. Вось мне здаецца, вось для беларусаў гэта тое ж самае. Яны ўвогуле лічаць, што яны лепей за ўсіх ведаюць, як іншым жыць. Хаця самі сабе жыццё будаваць нездатнае на блізка. Можна я буквально? Да, Я згадав те, що тут відбувалося навесні 2014 року, 2014-го. Ви ж згадували про початок 20-го сторіччя, як цитату Володимира. Я згадав відразу, що у нас тут відбувалося, здається, у квітні 2014 року. Це вже закінчився Майдан, кацапи вже відшматували Крим, але війни ще на Донбасі не було. І ось так ось десь у квітні приїжджають у Київ ціла купа. Ходорковський, там, я згадую, ще хтось. От усі ці кацапські ліберали приїхали сюди, щоб вчити нас розповідати, як будувати Росію без Путіна. І я пригадую, що вони як приїхали, так і уїхали. Я не знаю, чи був Айвер, чи... Я был там был Немцов, там знаменитый фраза стала, за которую его убили. Гадаю, ви пам'ятаєте, з яким обличчям вони приїхали, і з яким обличчям вони уїхали. І тут ніхто нічого вже не казав. Це було доволі так кумедно спостерігати. Зараз ми тут вам усім розповім, як треба робити. Ви Майдан вже зробили, але це дрібниця. Зараз ми вас навчимо. Можно просто одну мысль дополнить, что в принципе Украина открытая страна, и мы рады белорусам, и даже, может, Армения не поддержит, и даже людям с российским паспортом, потому что мы люди не по паспорту родственны. Но да, контрольный вопрос, чей Крым, и самое главное, здесь нельзя строить ни Россию без Путина, ни Беларусь без Лукашенко. Потому что эта страна называлась и будет называться Украина. Поэтому все же не просто. И вот спустя уже сколько лет фактически вот этот либеральный дискурс, он отпал российский. Эти люди не являются авторитетом и даже не являются уже изменниками для украинских СМИ, по большому счету. Кроме Гартмана. Да. Да. Вот не делайте так, как некоторые наши шоумены, журналисты, так называемые и так далее. Не зовите никуда Кацапов вообще, не приглашайте. Приглашение Кацап может получить только на стерилизацию. Вот, к сожалению, нет такой опции пока. Вот. Но это просто методы будущего, потому что и от них уже невозможно нигде. Вот у меня в Грузии знакомая была, они не могут в отеле заснуть, они все время рыгают, храпят, хрюкают и орут матом. Вот, в Грузии. Вот почему Грузию довели до чего? Из-за того, что Кацапов пустили. Это была страшная ошибка Михаила Николаевича Саакашвили, за которую сейчас в тюрьме сидит, говоря. Что после войны он не закрыл страну, а наоборот сказал, приезжайте, мы вам еще бутылку вина в аэропорту дадим. Надо эту бутылку, но они знают русские, что с бутылкой делать. Вот они друг другу это делают периодически в своей гулаговской стране. Вот. Так что полное неприятие Кацапа как сущности, конечно, судить надо не по паспорту. И ничего страшного, у меня был русский паспорт, я не выбирал страну, где мне родиться, к сожалению. Вот. Но надо действительно, после 90% людей, которые сюда приезжают, они через 15 минут общения с таксистом уже знают ситуацию в стране и способны ее оценивать на уровне таксиста. Они ходят по всем, вот это, помните, приезжал этот, как его, Кацапский, и наиболее симпатичный, по крайней мере, внешность Кацапов, Гудков, да. Так он от меня до сих пор бегает. Хотя я ни разу его не кусал, ничего не... Да. Сейчас он, кстати, из экспертов белорусских. Да, ну вот, да. Но почему-то он не захотел. Он пошел по всем украинским каналам, как в баре. Ой, я не успеваю, у меня такой нагруженный, у меня такой график, а все берутся. Прекратите брать, все, хватит.
Но Украина это не та страна, которая должна брать русских либералов интервью постоянно. Вот. А он ко мне даже не пришел, он сказал, что ему некогда, что-то там, а потом я сказал, да ну тебя, черт возьми. Вот. Просто они боятся отвечать честно на вопросы. Вот. А я человек добрый, но спросить могу. Его отец очень хорошо отвечает на вопросы беседчика. Его отец ФСБшник с большим стажем, КГБшник. Так что, ну они все там, слушайте, я ничего не обвиняю никого, достаточно посмотреть биографию всех русских либералов, там через 2-3 колена назад, там они все из СМЕРШ, там ветераны КВД, все они выросли в дачном поселке старых большевиков, там или в каком-нибудь доме на набережной выросли, да. Это вся интеллигенция, это дети охранников, нечего и слушать вообще, никогда. И для них главное это русская империя. Вообще русские абсолютно конченые идиоты. Например, я прочитал данную статистику, оказывается, за советскую власть воевало вдвое больше дворян офицеров, чем против, вот во всех этих армиях, ЧК, Деникин и так далее. То есть ими руководил один страх, который пересилил даже, то есть они пошли работать на Шарикова. Представьте, профессор Преображенского, который идет работать на Шарикова, да? Значит, они пошли только из своей маниакальной идеи, что Россия сохранила свои границы, включая Польшу. Ну, с Польшей, слава богу, не срослось, и с Балтией в то время не срослось. Но мысли у них были такие: главное не потерять империю. А кто там будет править, а что там, кто там будет, кого там на параше там мочиться на кого, их не интересовало. И всех убили потом, на них мочились потом на параше, там все, ну, вполне заслуженно, потому что если ты ставишь империю в голове всего, то эта империя может, ты раб, она с тобой может делать все, что угодно. Белорусы не рабы, это большой, ну небольшой, но средней величины европейский народ, который на огромное для своего количества территорий может построить вот такую жизнь. Главное, чтобы кацапов не было. Все. Ни звука, ни писка, ни скрипа, ничего. Кому нравится кацапи, он в Москву билет берет и работает обратителем автобуса. Там, пожалуйста, там любят белорусов таких. Да ты откуда еще так смешно говоришь? Откуда? Белорус, Бульбаш приехал. Мы все это знаем прекрасно. И аллергия. Надо воспитывать в себе неприятие всего кацапского. Начиная с их литературы, заканчивая их всякими словечками, заканчивая их манерой разговаривать. Потому что белорусы, вот не отец мой покойный, к сожалению, уже, который умер от коронавируса, не дождавшись вакцины. Ну, мне ездил в командировку в город Бобруйск, когда я маленький был еще. И он говорит, это вообще другие люди, совсем. А мы жили в Тамбове, а там вот такая сборная кацапи по быту. Реально, мой дед сибиряк, который никогда себя русским не назвал, говорит, своим кацапами, ты смотри, наш детство мне говорит, ну там случайно оказались, со всех сторон ссыльные, каторжные всякие. Говорит, вот смотрите, никому из них не доверяли, правда, все меня предали, и в Москве все предали, там тоже это вот то, что вы рассказывали, ну просто это 14-й год, март. Вот и все, когда они вдруг превратились сами в себя, они вернулись домой, не Крым вернулся домой, они вернулись в империю. Они такие довольные, что другим плохо. Потому что единственная русская радость, когда другому плохо. Это об этом свидетельствует их любимый жанр песенный шансон, все их дебильные эти заспевушки. Вот, об этом свидетельствует все. То, как они пахнут, то, как они ведут себя, вот, и так далее, и так далее. Я могу говорить бесконечно, поэтому я сам себя сейчас обору. Вот, но главный враг белоруса — это русский, кацап, москаль, неважно, как они себя называют, мы знаем эту нечисть полностью. И внешне по риторике, поэтому все не так однозначно. В Крыму все было не так однозначно. После слова Крым вообще нет ничего. Если не понимаешь, что произошло в Крыму, то до этого нужно просто кацапа сбрасывать с поезда. Просто, я не знаю, куда, с самолета. Просто с любого места, где вы увидите его. Потому что смысл читать такого человека нет. Он в виде гумуса гораздо полезнее любой территории. Гоните в шею сознание своего кацапа. Чем быстрее белорусы это сделают, тем быстрее эта страна станет собой. Ну, с Украиной сейчас происходит тоже туго. Вон засрали мозги. Прививаться-то не хотят. Знаете почему? Вы читали вот эту «Украинскую правду» статью? Они телеграм-каналы все вот религиозные, они это же русские каналы кацапские. Они туда затащили таких рефлексирующих украинцев, причем даже патриотичных, даже приличных. Вы только просто не свернули башку, кто там почему религии, кто там почему чего. И вот, пожалуйста, и агрессия. Ковидиоты всего мира 90% говорят почему-то на одном языке. Кто его знает почему? Опять какая-то неопределенность, да? Вот, поэтому увидел кацапа, сбрось кацапа с поезда. Все, с поезда своей жизни. На самом деле тема настолько актуальна. Мне кажется, что
украинцы до сих пор не понимают. Сейчас Началось. нет, Слушайте, подожди. про русских поговорили, про украинцев поговорили, про белорусов. Вот Это уже сейчас про белорусов. Не понимают, не всю, не понимают, какая часть белорусов приехала в Украину. И это будет не совсем лицеприятно, я скажу об этом. Я хочу сказать, что не только российская вата здесь. Сюда приезжает очень много белорусской ваты. А что они тут делают? У нас очень плохой миграционный законодательство. Польша намного Это- проще. Пусть страдают. Страдают. Очень Страшно. часто Украину используют как перевалочный пункт, потому что в Беларуси невозможно сейчас на данный момент получить визу. Приезжает сюда банда для того, чтобы сделать себе визу и уехать в Европу. Ой, это я только за. Ну, Желательно Франция и Германия. ну, Там базы не многие- хватает, там всего лишь больше ну, многие 70% населения. Надо чего знать? Теперь я чуть-чуть скажу, ребят. Вопрос здесь составляется в чем? В том, что у нас есть одна маленькая проблема. Наша псевдо-оппозиция очень сильно тянет в то, что у нас якобы нет геополитического процесса, вообще протеста. Сама Светлана Тихановская Байдену заявила, что у нас не геополитические протесты. Недавно совсем на Белсайте Франк Печорко заявил, у нас не геополитический протест. Дело в том, что он является геополитическим. В прошлый раз в стриме, который оборвался, я еще раз повторил это. В 1998 году в этот регион у нас было подписание вот этого договора союзного государства. С 1998 года ежегодно выходят люди. Даже в 2019 году, в конце 2019 года был митинг против интеграции, на который вышли люди. В том числе и Сергей Тихановский, он был потом осужден за этот митинг 2 раза по 15 суток, вторых 15. Ну, замечательно, я знаю, что он криминальный, я не про это говорю, я говорю, что он был осужден за этот митинг. Люди имеют свойство хотя бы менять свои точки зрения. Я не защищаю за то, что он был в Крыму, я говорю, что он сидел 15 суток именно за этот митинг. Вот. И здесь ситуация в том, что отрицать геополитичность протеста, в том числе со стороны Светланы Тихановской, это предавать своего мужа. Начнем с этого. Ну, а вот здесь мы разошлись. Превращается в семейное дело геополитический конфликт. Я бы не хотела, чтобы так проходил разговор, но он, тем не менее, так пошел. Надо сжечь, давай сжечь. Да, давайте жечь. Значит, это семейное дело Тихановского, геополитический. Да, я вообще не хочу говорить сейчас о Тихановских, переходить на Бабарика и так далее. Почему мы вообще об этом сейчас говорим? У нас есть сегодняшний день. А сегодняшний день, сегодня бывших крымнашистов не бывает. Ну, замечательно, только... Ну, потом об этом поговорим. Лёда, у нас к вам Если вопрос. человек в Украинцам украинском в году Беларуси. чего-то не понял, он не поймет. Почему войне не достали по крышке? Ну скажите, вот сейчас скажите, вы самые резкие, самые Саша, крайние из Саша. белорусов. Почему? Бывших гастромовцев тоже не Ответь. бывает. Правильно, я же согласна, не бывает. Это не обвинение, это Подожди. вопрос, почему? Вот, Саша. А здесь надо... Потому что по рукам били бы каждому, кто принес с Абсолютно собой верно. покрышку. Вот и Понимаешь, всё. вот неготовность нации. Протест начинался не как протест случайный, и не как протест, который вот просто вот взял и вспыхнул в связи с недовольством. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Та часть, которая находилась во внутренней оппозиции, которая давно в оппозиции, не эта часть начинала в тот момент протест. Протест начинался российскими фигурами. Он имел определенное И задачу. людей с шинами тут же объявили Людей провокацией и абсолютно сами воздали на Объявляли и сдавали. Потому что, чтобы не дай бог, как в Украине. Вот как раз. Вот Абсолютно. такой Вот о чем я говорю. Это Надо был такой аргумент. русский Это мир российский сценарий. выкинуть нахер со всеми этими их СМИ, со всеми этими газетами РУ, со всеми этими новыми газетами. Вот пока, когда перестанут они оглядываться, белорусы, все, уже страна потенциально будет независимой, неважно через сколько лет, но точно будет по-настоящему. Я могу, в принципе, ответить на ваш вопрос. Я могу ответить на ваш вопрос, почему без шин пришли. Ну, у нас, к сожалению, не было Беларуси уже, мы уже уехали тогда.
совершенно другое восприятие собственной свободы и, соответственно, прямо связано с ней вопросы насилия. Мы с супругой, когда приехали сюда в 2018 году жить в Украину, в Киев, мы были просто поражены тем, во-первых, насколько более свободно украинцы относятся к оружию, насколько здесь легче и более открыто все это и доступно, вообще сама культура оружия и гениальная украинская фраза «винные люди мають зброю», которая очень-очень хорошо отражает во многом философию здесь и вообще мироощущение, мировосприятие украинцев, в отличие от белорусов. Белорусы, вот они боятся вот всего этого, что связано и с оружием, и с насилием, с применением насилия. Они полностью дают это государству. И есть еще один принципиально важный момент. Я считаю, я это вижу. У украинцев на много порядков лучше развита самоорганизация. Я был в Минске на площади в 2010 году. Я там был, я все видел. Я во всем участвовал. Люди вот с Октябрьской пришли на площадь Независимости, вот по проспекту, прошли, вышли на площадь, огромный шатер, 40 тысяч человек, не меньше, вышло. Я там был. Вышли на площадь и все. Началось народное броуновское движение. Люди вот так вот бессмысленно болтаются по площади, никто не знает, что делать. Там возле Красного костюма Санников что-то пытается сказать в микрофон. Там из этого... Не Саткевич, я последний раз видел возле гостиницы Минск. Кто-то из этого, из этих... не Дмитриев, из христианских этих, да. Кто-то на памятник Ленину забрался. Северинец? Нет, не Северинец, а его товарищ. Вот, значит, собрался на памятник Ленину, что-то там с трибуны. Даже не было попытки самоорганизоваться. Украинцы бы самоорганизовались тут же. Кто-то тащит шины, кто-то ковыряет брусчатку, кто-то ставит палатки, кто-то что. Вот в одну секунду у белорусов даже намека не было. Первые ростки самоорганизации я лично увидел вот уже после 9 августа 2020 года, когда начали какие-то вот дворовые собираться чаты, какие-то активисты, вот как-то горизонтальное взаимодействие. Белорусы крайне атомизированная нация, до предела. Обратите внимание, в мире есть диаспора украинская, итальянская, ирландская, там, пакистанская, индусская. А белорусских диаспор, ну я знаю, там, но они совершенно не соотносятся с количеством белорусов, уехавших за рубеж. Потому что если украинцы, итальянцы, ирландцы, там, кто угодно практически, чеченцы, оказавшись за рубежом, тянутся друг к другу, объединяются и вместе решают какие-то проблемы, белорусы, наоборот, они атомизированы, и они стараются максимально ассимилироваться в обществе, когда они приехали, моментально. И все, мы тутейшие, понимаете? И не было даже близко, к сожалению, белорусов вот той самоорганизации, естественной, низовой, вот инстинктивной, которую я вижу здесь в Украине. Потому и зашли. И все-таки я еще думаю, я добавлю, что та часть белорусов, которая истинная реальная оппозиция, очень многие просто не выходили на протест. Они не верили. То есть они понимали состояние Цусала. То, о чем мы говорили, с одной стороны Лукашенко, с другой стороны кремлевский газпромовский проект, и они не знали, как себя вести, понимая, что они не станут основной массой в этом движении. Энное количество людей попробовали, они сидят. Энное количество людей, которые говорили об этом, они не стали истеблишментом, они были затертые, и не забывайте, какая мощная денежная российская пропаганда стояла за теми же шагами. Это огромные деньги, которые, конечно, не сменят с национальным, европейским движением. Я хочу не забыть просто, вот ваша проблема в иммиграции сейчас будет, все-таки в Украине есть уже какая-то белорусская диаспора, и я видел это просто физически на марше вот, защитников Украины, физически видел большую колонну. Вот, то есть люди, которые, не знаю, там были, не были, но есть. Есть, да. И надо объединяться, но, конечно, не агро-було, да, а не с теми, вот, которые за колбасой приехали свинтить там куда-то на запад, вот визу получить, это, конечно, ерунда. Но вот вам, конечно, предстоит
четко поставить. Понятно, что у вас будет всегда пока меньше. Но надо начать с того, чтобы зачищать просто. Понятно, это ужасно, что даже Литва поверила Тихановской. Вот, и нам всегда представлялась Литва как там наимудрейшая там, русофобская страна. Ничего подобного, там тоже истеблишмент уже давно размытый. И в Литве полно леваков у власти, вот, и которые ничего не хотят думать, ничего не хотят понимать, которые хотят говорить Тихановская президент Беларуси, и все. И как бы носятся с ней как с золотой курицей. А она, собственно, случайно же попала туда. Она не может быть лидером, единоличным, то уж точно. И вам надо своих врагов, короче говоря, искать, кто работает так или иначе на Россию. Вот этими даже фразочками про что это не геополитический, это просто бред, что Беларусь на нашем космосе летает, что ли. Как что нет места на Земле, что ли. Это понятно, что выбор простой в Беларуси, Европу или жопу, все. Ну тут вообще просто элементарно. Вот. Они говорят про нейтралитет. Ну вот нейтралитет, короче, не может быть никакого нейтралитета, обман всех. И вы должны с этим бороться со своими, прежде всего, чтобы они лапшу не вешали на уши. Вот. Потому что вами будут интересоваться только поскольку будут чувствовать, что вы единомышленники с украинцами. Как только нет, ну как бы это никого не будет интересовать. Здесь своей воды хватает, в принципе, к сожалению. Хватает, но нас немного, к сожалению, пока. Но нам важно показать, что есть другая Беларусь. Ну что, Андрей? А где Андрей? Андрей вышел курить. Курить надо бросать. Тогда у меня вопрос не очень приятный для всех, потому что очень не любят белорусы, когда мы говорим на эту тему, исходя, всем хочется позитива. Нас обвиняют в том, что мы не даем позитива. Вот прям поклонники новых штабов, вот вы все говорите, нагнетаете, а мы завтра победим и все изменится. У меня вопрос к Айверу и Роме честный. Что будет завтра? Войдем в состав России? Нет. Вот если прям завтра. Нет. Если честно, я думаю, что все останется как сейчас. По крайней мере, пока. Я думаю, что все останется как сейчас, особенно с учетом жизненного цикла одного конкретно взятого человека. И Беларусь он России не отдаст, потому что власть это ценнее, чем деньги для таких людей. Но насчет позитива. Позитив в том, что... Ну, такой себе слабый позитив. Нет, позитив в другом. Да. Не в этом. Ну, кстати, опять же, если смотреть на с Киевом на эту ситуацию, то Лукашенко в принципе лучше, чем Путин в принципе. Ну, Так, на секундочку. Вот. А позитив, я думаю, что сами белорусы не знали, что их так много, когда были эти протесты, больше года прошло, и эти люди, они же никуда не делись. То есть кто-то уехал, кто-то перестал отсвечивать на радарах, но они же есть. И обычно нужно, наверное, это историческое окно на возможность. Обычно это всегда происходит. Как будет здесь, я не знаю, но вполне возможно, что эта ситуация, она не может быть бесконечно такой, как сейчас. Скажу, что одними словами вы знали, на что вы шли, когда шли с цветочками. Вот и все. Ну, вообще, дискурс этот про отсутствие позитива надо прекратить, потому что позитив это не категория, которая мыслит самурай, вот, и негатив. Вы должны стать самураями, которые отрезают все это равно сторонне, будут говорить как есть. Смысл только в правде. Во враге какой смысл? Ну, никакого нет. Ну что на Тихановская сейчас по ушам ездит Байдену там, или там, не знаю, кому там, президенту Литвы там, или Польши, да? Ну сколько она еще поездит Буш? Ну сколько это продлится? Они же тоже не тупые, они же потом в итоге все поймут, что это все вот. И ничего из этого позитива. Это что у нас детские утренние? Какой позитив? 10 тысяч людей в тюрьме. Где Тихановская, которая покаялась за 10 тысяч посаженных, за то, что... Где она, ладно, Крым заставили признать Крым, иначе просто не пустили в никуда. Вот она учила там перед зеркалом, наверное, да.
Но окей, выучила, ладно. Я за любое насилие, приводящее к добру. Но вот она выучила, да? Но как бы, я не знаю. В общем, надо правду говорить, и все эти утренники детские. Надо перестать слушать Алексеевич, которая тоже должна извиниться, встать и извиниться публично перед людьми, что они их обманули, что они призывали к мирному протесту, итог убитые, и если бы протест был не мирный, никто бы не сидел сейчас. Вот и все. Никто бы не сидел. Вот. Поэтому они врали вам изначально, у них мозги размером с яйцо, боюсь, что перепелиное. Вот. И никакие Нобелевские премии ни о чем вообще не говорят, как в истории с Муратовым и со всякими другими людьми, это ничего не знает, это ума не добавляет точно. Вот. Поэтому надо верить тем, кто уже говорил правду и продолжает говорить правду. Вот да, нас сейчас мало, но потом, поверьте мне, у вас будет столько сторонников, вы не будете успевать отбиваться от народной любви. Ну, серьезно, люди так устроены, да? Вот. Поэтому я даже думаю, что вот сейчас в Крым, если украинская армия зайдет, там на каждом доме будет украинский флаг, он уже пошит, все лежит, проглажен, все как положено. Ну так устроен человек. Ну, вам я желаю быть самураем. Все. Вот. Вы обязательно дойдете тогда. Вика. Мне кажется, позитив как раз действительно состоит в том, чтобы отказаться от иллюзии того, что все хорошо, потому что как устроены белорусы. То есть сначала было «мы победим», когда стало понятно, что всех посадили в тюрьму, следующая стадия заключается в том, что мы не победили, но мы все равно победители. Да? И мне кажется, очень важно отказаться от иллюзии, что мы все равно победили, да? Что мы все равно молодцы, и мы победим в ближайшем будущем. Да? Страна не будет прежней. Нужна работа над ошибками. Вы должны помочь интеллектуалу своему народу провести эту работу в уме. Мне кажется, изначально вообще нужно позволить обстоятельствам разрушить картину мира. Потому что очень многие люди страдают не от того, что все плохо, не от того, что столько людей сидят в тюрьме, от того, что они не хотят признавать, что все вокруг плохо, а говорят, да есть в том, что есть сейчас позитив. Но какой позитив? Давайте посмотрим. И мне кажется, чтобы дифференцировать позитив от непозитива, надо начать с таких базовых понятий, как свобода и воля. Потому что, что самое интересное, и в Украине, и в Беларуси, и в России есть такие базовые понятия, как свобода и воля. Только если в России понятие воля сейчас находится на периферии, оно вытеснено в такую сферу, матерщину. Освободился. Да, вот именно так, да. То есть надо посмотреть, с чем эти понятия ассоциируются. То есть если это свобода, это объективность, да, то есть объектность. То есть когда ты свободен, ты объектен. А если воля, то ты субъект своих действий. И вот что интересно, что в Украине всегда говорят «я вольный», да, то есть всегда говорят, когда я являюсь субъектом каких-то действий, я вольный, да, то есть я провожу свою волю. И почти не используют слово «свобода». В Беларуси есть и свобода, и воля. И пусть белорусы постоянно колеблются между свободой и волей, куда им пойти. То ли в сторону свободы и быть объектами абсолютными, то ли в сторону воли и быть субъектами своих собственных, проводить свои собственные действия. И вот мне кажется, отказ признавать объективную ситуацию — это вот это навязываемое Россией понятие свободы, когда все либо являются объектами чьих-либо действий, либо вытеснены в маргинальную сферу. И поэтому, мне кажется, действительно, как все тут уже говорили, самое важное отказаться от иллюзии, что все хорошо. Хочу сказать буквально пару слов насчет объектности и субъектности и белорусов и украинцев. Я как профессиональный журналист, я очень за языком наблюдаю, и разные, я даже русский язык у украинцев, у белорусов, у самих москалей. Так вот, значит, белорус чаще будет говорить, мне платят зарплату, значит, а украинец больше скажет, чаще скажет, я зарабатываю. То есть украинец является объектом, белорус всегда воспринимает как субъект, понимаете, которому то есть украинец, прошу прощения, да, устал уже разговаривался. Да, то есть украинец проявляет себя как субъект.
Он зарабатывает, а белорус объект, ему платят зарплату. Это одно. И второе, я еще очень часто замечал, вот, если белорус, если украинец хочет что-то сделать, там, запустить, скажем, стартап какой-то, неважно, какую-то инициативу, украинец будет думать, а смогу ли я, а хватит ли у меня сил, там, хватит ли у меня ресурсов. Что подумает белорус? А позволит ли мне? Совершенно точно. А позволит ли мне? Украинцу даже в голову не придет думать об этом, а позволит ли мне сделать там что-то. А белорус это первое, о чем думает, а позволит ли мне сделать? Вот он принцип. Саша. Саша, нет, я вы уже социализировали картину, да? еще картину был? Конечно, я уже давно Мы сегодня много говорим обо всем, говорим о России, об Украине, о Беларуси. Я вспоминаю вот это время, когда у вас начиналось, у меня много друзей, просто очень много друзей и среди русских белорусов, и среди белорусских белорусов, и среди тех, кто европейцами себя еще тогда считал. И вот когда все это происходило, вот я просто гуляю, да, вот эти вот, я две вещи такие от них слышал. Одни говорили, зато у нас не так, как у вас все будет по-хорошему, мы мирные люди. Я этого столько наслушался, это просто какая-то катастрофа была. И они же, а некоторые другие, задавали вопрос, а что же нам делать? Ну скажите, у вас же там 2 Майдана было, что делать? Простой ответ, я не знаю, что делать вам. Я знаю, что вам делать, понимаете? Делать именно вам. Не русским либералам, не украинцам, не с Западной Европе, а делать, выходить самим. Нам было страшно тяжело. У нас, если даже в нашей, на втором Майдане стране понадобились покрышки, понадобились жертвы, понадобилась стрельба и минимум 100 человек погибших в Небесной Сотне, то я боюсь, что у вас бы было бы еще все тяжелее. То есть для того, чтобы это преодолеть, для того, чтобы это сделать, можно только еще на большие жертвы пойти. И вот это вот разговор о позитиве, вот я 2 руками за Айдера здесь. Да какой позитив? Вот это позитив, это на самом деле, чтобы не стало хуже. Это поддерживание уровня негатива на каком-то таком более-менее нормальном уровне. Вот пока все не рухнет, не начнет все подниматься. Потому что иначе это вот такая вот поступательное, медленное движение вниз. И чем ниже, и чем поступательней можно дойти до низа, тем хуже будет, тем тяжелее будет подниматься назад. Потому что вот это вот путинизм, этот лукашенизм, это не то, что там хорошо или плохо. Это потом будет очень плохо. Слушайте украинских художников, они всегда отдельные вещи говорят, вот у меня опыт такой. Я этот вопрос поняла позитивно как раз потому, что ненавидят и обвиняют. Нас в этом и обвиняют. Мы говорим правду. Знаешь, мне хотелось как раз поднять этот вопрос. Потому что мы это слышим бесконечно. Как главное обвинение, вот Вика очень хорошо сказала, боятся расстаться с иллюзиями, понимаешь? И обвинить как раз тех, кто пытается сказать правду. А на самом деле у нас хорошо, вот Украина лучшая в мире страна для жизни. Вот когда-то Айдер это сказал, я опять вот подписываюсь под каждым словом. У меня есть возможность жить в любой точке земного шара. Я живу и буду жить в Украине, потому что самое лучшее место. Это самая свободная и самая живая страна. И в будущем у нас будет лучше. Как бы у нас сейчас не было, хорошо или плохо, но у нас будет лучше. Вот того и вам желаю. Классно будет. Украина, Беларусь, ни одного конца. Я бы еще добавил, что Украина самая здравомыслящая страна, на мой взгляд. Ну, по коронавирусу так это не скажешь. С кем сравнивать, на что смотреть. Или сразу все. И Майдан, и... Нет, ну по свободе, да, тут лучшие в мире патриоты, совершенно точно. Ну вот, да. Я хотел бы просто сказать по поводу позитива. Я его вижу, я знаю, где его брать. Я говорил об этом и тебе говорил об этом, и Вите об этом говорил. Но сначала я вот чуть-чуть хотел бы, простите, Айдер, с вами не согласиться насчет самураев. Мне кажется, это не совсем удачное сравнение, как культурологический зануда. У самурая нет цели, у него есть только путь. Да? А у нас есть цель, у украинцев есть цель. Будем белорусы с двумя Да, особами. у белорусов есть цель, но это не главное, это так, не смог удержаться, простите. А главное насчет позитива. Я считаю, что позитива достаточно много, я не совсем, конечно, готов сказать белорусам, как в сегодняшнем состоянии на этот позитив выйти.
Но вот опять же, как художник, как человек, который, да, как полевой культуролог, я не только участвую, я и наблюдаю. И вот я давно еще с момента Майдана по себе и по окружающим понял, что такое типичное естественное состояние – это веселая злость. Да? Злость понятно, от чего берется, потому что борьба. Все на самом деле улыбаются. И на Майдане улыбались, и все мои знакомые военные, ну, не считая каких-то трагических моментов, это все веселые люди с улыбкой. Почему? Потому что очень четко понятна расстановка сил. Потому что наш враг, он берет, ну, только ресурсом. Да, их много, товарищей кацапов, и у них много нет. На этом все у них заканчивается. Они тупые, они друг друга предают, они друг друга едят. То есть все, что они делают, это, как вибачте, незграбне завжди. То есть вот если совершенно четко отделить эту каровую культуру от всего остального мира, это все какое-то, ну... Вот я тебе сейчас покажу культуре сейчас задел. Да, пожалуйста, я всегда готов. Это антикарговая культура. Ну, это вообще-то антимир, да? Нет, они просто считают карговый культ, это когда культ вещей, да? Не не совсем вещей, да. Но они считают, что эти папуасы строили самолеты из тростника, чтобы привлечь настоящие самолеты там, с едой и продуктами. Так вот, русский кацап отличается от папуаса, реально от дикого человека, тогда еще 100 лет назад, тем, что он думает, что у всех самолеты из тростника. И что они, значит, у нас говно, значит, вы все в говне. Так, вот они что вы на самом деле меня просто продолжаете. Каргокульт — это же всего одна составляющая той папуасской, в общем-то, своей первичной культуры. Что такое каргокульт, если уже туда заплывать? Это заимствование формы без понимания содержания. Да. А с 2014 года я совершенно сознательно применительно к кацапам вложу термин каргокультура, потому что у них вся культура, которая является на самом деле абсолютной аномалией, да, основана на полноценном заимствовании. У них нет ничего своего. Все в лучшем случае купили, в худшем случае сварили. Когда это не платили за что? Ну, за какие-то умы, за какие-то там еще за что-то. В лучшем случае, я сказал. В худшем смародерили, а чаще всего украли. Вот. Но я в конце концов и об этом. И тоже с другой же стороны находимся мы, да? Мы, которые стоим один за одного, мы, которые обладаем здравым смыслом, мы, которые, ну, ребят, это весело смотреть на них, да, когда они толпятся в целой куче, тратят здоровенные ресурсы, целый Газпром оплачивает Эхо Москвы, и тут выходит один АИД на своем YouTube-канале, там, или один Цурбалек, а когда вы вдвоем, так это вообще уже непобедимая сила. И размалываете их всех в труху. Это же весело. Вот, на мой взгляд, вот это вот и есть состояние такого позитива, состояние веселой злости. Ну, как его достичь, это второй разговор. Кто-то еще что-то скажет, кто я уже заговорился. Ну, корпорацию надо показать. Давайте картину. Покажи, расскажи. Мне казалось, сколько разъехались, да? Мне казалось, я уже достаточно про них рассказал. То есть вот здесь вот выглядит, конечно, немножко эклектично, потому что это часть серии, которую я назвал «Живой Беларусь». Серия еще сама по себе не закончена, и здесь представлены не все работы, которые я сделал из этой серии. По большому счету, работа над ней началась, когда я познакомился с командой Миновиты, с совершенно сведомыми сябрами, наконец-то с настоящими белорусскими патриотами, которые дали мне точку отсчета для понимания того, что происходит в Беларуси сейчас, что происходило, что, как я уже говорил сегодня, кто является жертвой, кто является настоящим героем. Ну и вот по ощущению, наверное, это прозвучит не очень приятно, а может быть с моей стороны довольно нахально и ошибочно, но начал я делать эти работы, именно понимая, что не найдя белорусских художников. То есть я вот в своих внутренних ощущениях пока заполняю нишу, которая, на мой взгляд, должна была быть полной. Ну и вот здесь вот эскиз портрета настоящего, на мой взгляд,
белорусского героя Николая Автуховича. Есть мое впечатление о мирных протестах, о гуляниях в белых одеждах. Вот такая вот совершенно сумасшедшая пони. Когда я ее начинал делать, мне оказалось, что это довольно такая стемная, даже в чем-то веселая картина. Но чем дольше я ее красил, тем больше мне становилось понятно, насколько это трагичная в культурном смысле история. Люди, которые гуляют фактически по кровавому полю, по живому мясу. Вот они просто гуляют в белых одеждах. Здесь вот Зенон Поздняк, точнее значок с изображением Зенона Поздняка 90-х годов. Я думаю, що свідомі сябри краще за мене розуміють, про що йдеться, і краще за мене зможуть розповісти, що саме відбувалося. Вот, но для меня, чем больше я знакомлюсь с фигурой Зенона Станиславовича, тем больше понимаю, что он является интеллектуальным, моральным таким эталоном, что ли, или образцом сегодняшнего современного белоруса. Я вот подумал, что стоит начать зафиксировать истоки. Нашел в интернете изображение значка. То есть это даже не портрет Зенона Поздняка, это вот изображение значка с Зеноном Поздняком тех времен, когда все начиналось и все, может быть, могло бы пойти не так. Работа называется «Опасный раритет». Вот. Ну и здесь вот физиономия, которую я называю «Пёсья морда». Здесь вот, собственно, началось все с того, что я сначала сделал это изображение и попробовал посчитать то количество ментов, которые находятся в Беларуси, а потом пошла совершенно практическая работа. Дальше вот эти вот несколько работ, они называются «Миновито дизайн». Вот на них написано трафареты, мне кажется, совершенно понятно практическое применение вот этих вот работ, то есть изображение упрощается, да, доводится до одного цвета. Но если непонятно, может, назову вещи своими именами, берешь бумажку, вырезаешь, даешь баллончик. 2 минуты дела и все готово. Вот. Ну и еще раз хочу повторить, что я вот не один. Я надеюсь, что у нас получится, несмотря на ковиды, в этой замечательной галерее действительно через месяц представить полноценную выставку, полноценный взгляд не только мой, но и других украинских художников на события в Беларуси. И там все, что я сейчас сказал или показал, надеюсь, будет выглядеть почетче, попонятнее. Ну, у меня, пожалуй, все. Если есть еще какие-то вопросы, то помогите мне еще поговорить. Я больше не знаю, что сказать. Я, наверное, еще... Я всех благодарю, учитывая, что вот Андрей сейчас показал картины, хочу сказать, что я Андрею еще очень благодарна за поддержку нашего канала. Ненавидно онлайн, сразу сделаю рекламу. И Андрей не просто ведет, мы ведем с ним программу «Культурологическая русофобия» периодически. Немножко стырили название у Айдера, Ждабаева, Романа Цымбалюка и Бабченко. Но тем не менее, русофобия она такая, она большая, ее можно вывести до сюда. Вот. Всем спасибо огромное. Спасибо, что дякую Вики, спасибо. Навзаем. Спасибо, Виталий. Не был с нами в кадре, потому что пришлось так экстренно снимать. Огромное спасибо Ирине Белосвет. Спасибо, Саша. Айдер, спасибо огромное тебе. Вообще за все, Айдер, спасибо. Да нет. Живи Беларусь, слава Украине. Живи Беларусь, слава Украине.